시제가라 기름 기구르게 제외외로 유제링하고 야외되고 은이 센세고 그 유를 무시하나 차자 여인이 능력상 주게 야세다의 주인수 간진조라 제외가 유게로 소재 제샤 야외동대 님의 뒤수 내는学的切着让我把这四种样的根本你吧天然的 Прежде всего, я хочу вас всех тепло поприветствовать. Сегодня годовщина паринирваны основателя школы Дакпа Кагью, царя Дharмы, владыки Дharмы, защитника существ Гампопа Санама Ринчана. Владыка Гампопа родился в центральном Тибете в Няле, в южной части 9 долин Юрпо. В эти дни это место называется Нялто, в районе Лунце. Он родился в клане Ни. Его отца звали Нима Ладже Генгбар, а его мать Шомо Са Цечам. Он родился в год земляной овцы, это 1079 год. В его семье было 3 сыновей, и из них он был средним сыном. Как Джогом Пакджу пишет в своем автобиографическом обращении, начиная с момента рождения в год земляной овцы до того, когда он ушел из мира проявлений, его восхитительные деяния были бесчисленны. Я вкратце опишу их, слушайте с почтением. Из этого стиха мы видим, что годом рождения Гампопы был год земляной овцы, 1079 год. Владыка Гампопа известен под многими именами. На санскрите его звали Супушпа Чандра, что значит «молодая луна». Также Давак Ялцен, учитель из У, великий медитатор Нива, доктор из Дакпо, держатель Ваджры Бикшу Дзамлин Дракпа, а также Дакпо Ринпоче. Сегодня у меня нет достаточно времени для того, чтобы рассказать его историю освобождения целиком. Однако я хотел бы вкратце рассказать по мере своих сил о его достижениях в некоторых самых важных областях. Первое – это то, как он в молодости изучал медицину. Говорится, что с раннего возраста Гампопа изучал медицину, поскольку он родился в семье докторов, и он учился медицине у 10 очень известных докторов того времени. Это доктор Усиль из Цанга, доктор Кеме из Индии, доктор Биджи Меншон из Цанга, среди прочих. Говорится, что он обрел совершенство в медицинской науке и особенно был искусен в лечении головной боли. И всю свою жизнь он провел практикуя медицину. Именно поэтому он стал известен по имени Бикшу Доктор. У него было много учеников в сфере медицины. Среди них Шагмен Накме провел 18 лет с ним и стал главным держателем его линии. Гампопа написал медицинский трактат под названием «Океан драгоценностей» или «Собрание учения Дакпо». И позже сложилось 2 линии передачи этого текста. Один из них передавался, одна из них передавалась от Шагмена Накпа Ютоко Сарма Юнтана Гомпо. Мастер
медицины XVII века по имени Домер Гише Тензин Пунцок писал: среди всех линий передачи медицины в Тибете линия передачи Гампопа является главной. Второе — это то, как он распространил учение как монах. Как говорится в двух автобиографических отчетах, которые мы можем найти в диалогах с Дюсумом Кемпе, а также в кратком анализе основных пунктов передачи и наставлений по 6 йогам Джогана Пагмодрупы, говорится: когда он достиг возраста 26 лет, его вера стала прочна, как гора Меру, и тогда почтенный гуру из Няла достиг совершенства в тренировке высшей дисциплины. То есть в этом стихе говорится, что когда Гампопе было 26 лет, он одновременно принял обеты монаха-послушника и полное монашеское посвящение от 3 учителей из Нгари. Первого звали Гише Лоден Шираб из Марьюла, второго Шираб Нимпо Шангшун из Шангшунга и третьего Мидева Женчуб Сэмпо. И обеты были дарованы ему в месте под названием Ронка в районе Дакпо. И линия Винай, которую он получил, брала свое начало от Шантаракшиты. Говорится, что его монашеское имя было Сунам Ринчен. И в то же время, когда он получил обеты, он получил наставление по практике медитации шамадхи от Гише Джанчупа Сэмпы. И через 5 или 6 дней он обрел опыт переживания медитации шамадхи. И как он описывал этот опыт, что он не мог различить, день это или ночь, и не испытывал чувство голода, даже когда не ел. И тогда он хотел узнать, как долго продлится этот опыт, и он продлился 13 дней. Среди 3 отцов-основателей Кагью Марпа-переводчик и Чицун Миларепа были домовладельцами, йогинами. И большинство их учеников также были йогинами в хлопковых одеждах. Однако, начиная от Гампопы, основная традиция передавалась прежде всего через учеников-монахов. И именно благодаря им и получила свое распространение, сохранилась линия Кагью. В истории освобождения Миларепы под названием «Черное сокровище», которое составил третий Кармапа Рангшук Дорджи, говорится, что после того, как владыка Гампопа ушел от Миларепы, Миларепа сказал своим ученикам-йогинам: «Этот доктор Гампопа поможет многим существам. Прошлой ночью я видел сон, как желтая птица улетела отсюда в направлении центрального Тибета и села на вершину Великой горы. Много коричневых гусей из всех направлений собрались там, и через короткое время каждый из этих гусей был окружен 500 других гусей. Таким образом, вся долина во всех направлениях стала наполнена гусями. И хотя я сам являюсь йогином, все мои последователи будут монахами и монахинями. Я сделал кое-что для учений Будды. И это то, что предсказал Миларепа, и мы видим из истории линии, что именно так оно и произошло. Следующее — это то, как Гампопа получил учение традиции Кадам. Говорится, что когда Гампопе было 28 лет, он отправился в Северный Уру, что недалеко от нынешнего Пемпу, для того, чтобы учиться с мастерами традиции Кадам. Он учился с несколькими мастерами Кадам, включая Нюкрумпо, Гья Яндака, Гья Чакриву, Гише Джапу, а также Джа Юлву. Среди них от Гише Нюкрумпо Сундру Гелсена
он получил устные наставления Кадам, и в особенности учение об обетах Бодхисаттвы. Как сам Гампопа говорил, с того момента он никогда не разлучался с относительной Бодхичиттой. В трактате под названием «Обильное качество» он говорил, относительная Бодхичитта очень важна. Она важна в начале, поскольку без нее вы не сможете вступить на путь Махаяны. Она важна в середине, поскольку без нее вы упадете в самсару. И она также важна в конце, поскольку без нее вы не обретете два вида рупакая. И здесь, в этих строках, Гампопа объясняет важность относительной Бодхичитты, которую он обрел на собственном опыте. Говорится, что Гампопа учился у Нюкрумпы 8 или 9 месяцев, и во время этого периода он был постоянно окружен многими людьми, и это привело к ухудшению его опыта медитации, практики медитации. И тогда он услышал о мастере по имени Гише Гьяюндак, который жил в отдаленном районе в уединении, и у него не было учеников. И тогда Гампопа отправился для того, чтобы встретиться с ним. И поскольку, когда Гампопа пребывал вместе с Гьяюндаком, он пребывал в уединенном состоянии, его медитация шамадхи снова улучшилась. И тогда Гьяюндак сказал ему: «Я дарую тебе наставление о тише, из линии, которая непрерывно происходит от самого Будды». И тогда он даровал ему сущностные наставления, такие как 4 характеристики, которые передавались от Гомпавы. И тогда Гампопа смог обрести прозрение, которое дополнило его опыт практики шамадхи. Гише Гьяюндак в то время был очень известным высоким уровнем реализации среди всех мастеров Кадам, Руто. И говорится, что владыка Гампопа обрел постижение, равное или похожее на постижение этого известного мастера. Он также в то время получил от Гише Гьяюндака наставление о постоянии пути, а также очень много медитировал, созерцая непостоянство, карму, причины, следствия, достатки самсары. И таким образом зародил отречение. При этом его переживания блаженства и ясности уменьшились, и он ощущал лишь грусть непостоянства и усталость от самсары. И всего Гампопа провел с Гише Гьяюндаком 3 года. В писании Дрикуна Джиктана Сунгона говорится, что в Дакпакакью есть 3 линии передачи: передача воззрения, передача поведения, передача сущностных наставлений. Из этих 3 передачи воззрения и поведения берут свое начало из традиции Кадам, тогда как передача воззрения берет свое начало от Гьяюндака и передача поведения от Нюкрумпы. И объяснение практики развития относительной Бодхичитты из наставления Нюкрумпы. То, что касается передачи воззрения, которая берет свое начало от Гьяюндака, говорится, что Гьяюндак получил эту передачу от Атиши, который передал его Гампаве. Атиша был известен своей любовью к прасангика Мадхьямаке. И по этой причине также все школы Дакпакаги также почитают прасангика Мадхьямаку. Однако в целом мы можем сказать, что линия передачи воззрения Гампопы не только восходит к Кадампе. Это также линия, которую он получил от Миларепа. Как-то Милареп сказал Гампопе в песне реализации: «Для того, чтобы убедиться в правильности воззрения, смотри в свой ум». И также он учил Гампопе 4
неверным пониманием пустотности Шуньяты. И именно этому Гампопа уделял особое внимание, когда он учил других Махамудре. Вкратце, когда Гампопа учил публично, то он в основном учил стадиям пути, согласно традиции Кадам. Тогда как отдельных учеников он учил Махамудре. И таким образом вел ту новую традицию публичных и личных учений. Также он говорил, что ту малую помощь, которую я смог оказать людям, это все было возможно благодаря учениям Кадам. И многие учат сущностным наставлениям народа, однако они не приносят много пользы, если они не соединены с учениями Кадам. Также он говорил, тренировка ума по стадиям пути традиции Кадам, которая соответствует 3 типам индивидов, очень важна, очень ценна. Без нее, даже если и возникнет осознавание природы ума, оно не будет ясным. И если при этом практикующего сохраняется привязанность к родственникам, месту проживания, либо богатству, то практика не будет улучшаться, будет лишь ухудшаться. Поэтому необходимо отречься от этой жизни, признать, что все явления ничем не отличаются от снов и иллюзий, развивать любящую доброту, сострадание, бодхичитту. И тогда естественное состояние будет лишь улучшаться и не будет ухудшаться. Так, из этого мы видим, что Гампопа считал наставления Кадам очень важными. В одной старой рукописи текста, который не входит в Тенгюр, но приписывается Атише и называется «Стадии пути к просветлению», но не является обычным текстом стадии пути к просветлению. Этот текст недавно был найден в Тибете. В этом трактате главной темой является традиционная тема пути к просветлению 3 типа индивидов. Однако, кроме того, также излагаются и другие моменты практики, например, практика шамадхи випашины, а также и абсолютный плод и проявление активности. Все это изложено в стихах. И когда мы читаем этот текст, то мы видим, что это очень сходно на наставления по практике Кагью. И поэтому мы можем сказать, что традиции Кадам и Дампа Кагью в этом очень схожи. Следующее — это то, как Гампопа следовал Миларепе и обрел постижение Махамудры. Как вы все знаете, самым главным гуру Гампопы был Джитсун Миларепе. Но перед тем, как Гампопа отправился в Ую и встретился с Миларепе лично, он учился у учеников Миларепе, например, у Гише Джинчупа Сэмпэ. И именно от него он получил линию передачи Миларепе наставлением по медитации. И именно благодаря этому говорится, что через 7 дней он обрел хорошее постижение шамадхи. Кроме того, после того, как он следовал в Яйондагу, он развил хорошее понимание и интеллектуальное понимание, но все еще не мог обрести непосредственное переживание истинной природы. И между тем моментом, когда Гампопа услышал имя Миларепе, и тем, как встретил его лично, прошло много времени. И он понимал, что если он не встретит Миларепу в своей жизни, то будет жалеть об этом. И поэтому он приложил максимум усилий к тому, чтобы в возрасте 31 года все-таки встретиться с ним. Он путешествовал на протяжении 4 месяцев для того, чтобы встретиться с Джитсуном Миларепе. И когда наконец-то встретился с ним, то получил наставление по тайной мантре, прежде всего практике Туму. И он всего лишь мог провести с Миларепой 13 месяцев.
перед тем, как он вернулся в Центральный Тибет в возрасте 32 лет. Говорится, что Миларепа даровал Гампопе особое настроение по Ваджраяне, в особенности то, как достичь высшее постижения благодаря благословениям линий, которые происходили от Марпы переводчику. И таким образом, благодаря этой передаче Гампопа обрел сильную веру в Миларепу и в линию Кагью. И также сам стал считать себя частью линии передачи, восходящей к Миларепе. Как пишет Голоцава в «Синих аналах», славный Дакпо-Кагью — это не линия передачи слов, это линия передачи смысла. Это линия незапятнанной реализации Махамудры. И гуру — это тот, благодаря кому постигается Махамудру. И тот мастер, благодаря которому вы постигаете Махамудру, и является вашим коренным гуру. Как сам Гампопа написал в нектарной гирлянде советов, если вы не получили благословение гуру, то вы не сможете увидеть истинную природу ума, если будете просто смотреть на нее. Вы не сможете поймать ее, если будете пытаться остановить ее либо заблокировать. И ваше восприятие не приведет вас к постижению истинной природы. Те, кто желает собрать два накопления, очистить омрачение, устранить препятствия и развить постижение в своем естестве, должны служить и почитать гуру. Нет другого способа, кроме этого. Гампопа также писал, чтобы познать истинную природу ума, лишь наставлений недостаточно. Вы должны получить благословение от гуру, который обладает реализацией. Итак, Гампопа учился у многих гуру, которые были очень хорошо известны в Тибете в то время, и получил от них много устных наставлений. Кроме того, он сам много лет провел в практике медитации, в особенности посвящая себя практике Тумо в таких местах, как Ньяса, Валунг, Олка и других. В конце концов, он смог познать истинную природу, саму суть Дharmakaya. И именно этому он учил своих учеников в наставлениях. Это то, что получило название совозникающая йога Махамудры. В общем, можно сказать, что Марпа, Миларепа и другие прежде всего учили Махамудре в соответствии с традицией тантры. И их наставления по Махамудре не разделялись с наставлением по 6 йогам Наропы. Однако владыка Гампопа особенно уделял внимание традиции сутры Махамудры и считал, что это чрезвычайно важно, тогда как это должно быть дополнено практикой 6 йог Наропы о пути освобождения и Махамудры. По этому поводу 8-й Кармапа Микидоржи писал, что здесь, в Тибете, сложилось 3 способа понимания срединного пути Майтрипы. Это глубокие и ясные мантры срединного пути в практике, это глубокая сутра срединного пути в практике, и это ложное спектарианство Читаматры в практике. Из этих 3 владыка Марпа и Миларепа обладали первыми 2 и практиковали их, тогда как Гампопа особое внимание уделял сутре срединного пути сутры и практиковал в особенности ее. И он называл это Махамудрой, которая происходит из неперевосходимой мантры. Но явно он учил традиции сутры срединного пути, неусложненные пустотности шуньяты.
Кроме этого, он также учил глубокому смыслу как сутры, так и тантры, и в особенности природе Будды. И, и как пишет Микки в своем полном изложении Махамудры, что способ обучения шамадхи и випашины сходен с колесницей причины и путем парамид и сущностными наставлениями светоча пути просветлению, которые передаются от Атиши, а также великих духовных мастеров Кадам, Томпа и Гампавы. И это то, что известно как совозникающая йога, который учил Владыка Гампопа, защитник Пагмаджупа, и которую они для блага существ, которые любили славное название для колесниц, называли совозникающей йогой Махамудры. И в этом трактате мы видим, что Микки говорит, что традиция Махамудры Гампопы происходит из линии Кадам. Однако Дрогпа Пема Гампоп и другие говорят, что учение Махамудры Гампопы восходит к Джицуну Миларепе. Могут быть различные оценки в том, что говорят ученые, но в целом мы можем сказать, что традиция Гампопы, традиция Махамудры, которую передавал Гампопа, соединяла в себе несколько традиций. Это тайные наставления Ваджраяны, которые он получил от Миларепы. Это линия, которую Миларепа получил от владыки Марапы. Кроме того, это традиция Кадам, либо традиция сущностных наставлений Сутраян, которые передавались мастерами Кадам, такими как Яйондак. А также это дарма-постижение, дарма-реализация, которую владыка Гампопа обрел сам на собственном опыте. И все это не обязательно должно восходить к одной линии. Это может быть комбинацией нескольких линий, а также личного постижения. Следующее — это то, как Гампопа учил сутры и тантре в единстве. Многие учителя, которые жили до Гампопы и во время Гампопы, например, таким гуру Кагью, как Марпа, Мокчукудорджи, Миларепа, великие мастера Сакья, включая Трогми и Сачену Кунгунимпу, а также великие гуру Нигма, такие как великие Сурпо, Шаки Джунгне, Сурчунг, Шарабдрапа, были прежде всего практиками Ваджраяны, и многие из них были йогинами. Тогда как традиция Кадам, которая процветала в Тибете в то время, в основном были монахами, практиковали монашескую винаю и также Праджни Яну, колесницу Праджни Парамиты. И некоторые из них запрещали открыто практиковать тайну мантру Ваджраяна. И тем не менее, в возрасте 16 лет Гампопа получил много посвящений и передач тайной мантры, включая посвящение Чакрасамвары, Хиваджры, которая принадлежит к линии Санкара Лацавы и его учеников. Он также немного изучал Ваджраяну с мастерами Кадам. И в особенности, когда он пребывал вместе с Миларепой, то, согласно многим историям освобождения, он не получил много посвящений, кроме как посвящения Чакрасамвары и Ваджраварахи. Главное, что он получил от Миларепы, это полное собрание наставлений по 6 йогам Наробы, а также тайную линию, передающуюся шепотом Чакрасамвары. Это те линии, которые передаются до наших дней.
Гампопа также учился со многими мастерами кадам и практиковал учение по тренировке ума их линий. Он также учил многих учеников и учил их согласно их способностям. Говорится, что прежде всего он учил их стадиям пути, таким как общий путь. Это то, что мы видим из истории встречи, первой встречи Дюсума Кьемпа с Гампопой. И также Гампопа был тем, кто открыто учил союзу сутры тантры, единству сутры тантры. Следующее — это то, как Гампопа учил своих учеников. Говорится, что Гампопа был очень искусным в приведении учеников к созреванию благодаря сущностным наставлениям. И многие из его учеников достигли высокой реализации. И сегодня день паринирваны Гампопы. Если вы спросите, из каких источников я рассказала сегодня об этом, то я прежде всего опирался на описание Падмаджупы и владыки Дharma Дюсума Кьемпы. Они были главными учениками Гампопы. Падмаджупа оставался в Дакла Гампо после того, как Гампопа ушел в паринирвану. О том, как Гампопа ушел в паринирвану, мы можем видеть из диалога с Дюсумом Кьемпо, в котором написано: он почувствовал недомогание вечером 14-го дня 2-го месяца лета года птицы и сказал: в это время я не буду принимать лекарства. Он постоянно смеялся, был исполнен радости и ушел на следующий день, 15-й день. Итак, здесь говорится, что он ушел 15-й день 6-го месяца года птицы. Также говорится, когда он решил уйти в нирвану на благо других, 15-й день 6-го месяца года водяной птицы, то его ум растворился в пространстве Дарматы. И поэтому нет сомнений, что он ушел в 15-й день 6-го месяца по тибетскому календарю года водяной птицы. Это 1153 день. И говорится, что в день ухода великий гуру проявляет много чудес. Поэтому если мы будем вспоминать их в эти дни с верой и преданностью, то мы сможем собрать большие накопления и очистим много омрачений. Также говорится в Ваджрагарба Тантре, если мы будем безошибочно вспоминать гуру в день, когда они уходят в нирвану, делая подношения в этот день, то мы сможем собрать большую заслугу и очистим препятствия. В особенности говорится, что однажды, когда вместе собрались такие мастера, как Гомпа, Дюсум Кьемпа, Геше, Кампа, Гампапа сказал, что я преодолел огромные трудности для вашего блага. Я преодолел практики аскезы, поэтому вам ничего не нужно делать, лишь молиться. Поэтому, если мы будем молиться Гампопе с верой и преданностью, то мы без сомнения сможем получить его благословение. В особенности Гампопа сказал, что в будущем индивиды, которые будут думать, что не могут встретиться со мной лично, должны читать мои трактаты. И в особенности выше гирлянда драгоценного пути и драгоценное украшение освобождения. Читать эти трактаты ничем не отличаться от встречи со мной вживую. Поэтому так важно для нас регулярно читать собрания сочинений Гампопы, в особенности эти два трактата «Высшая гирлянда драгоценного пути» и «Драгоценное украшение освобождения». Это очень важно в особенности, что в этот день, в день паринирваны Гампопы, мы прочитаем эти труды, будем созерцать их смысл и обсудим их. И это все, что я хотела сказать вам сегодня. Большое спасибо.